Центр современного искусства «Облака» и радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляют программу «Парк искусств». Дорогие друзья, добрый день. В эфире программа «Парк искусств», и я ее ведущий, руководитель проекта «Парк искусств» Центра современного искусства «Облака» Валерьян Гагин. Каждый раз в нашей студии люди, чьи идеи, чьи проекты делают нашу жизнь лучше. И сегодня у нас в гостях Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева. Я думаю, что многие не знают о существовании такого замечательного заведения у нас, хотя о Рудольфе Нурееве знает большинство, конечно же, я уверен. Итак, у нас в гостях директор Башкирского хореографического колледжа Алия Вильданова и художественный руководитель БХК, и не только Башкирского хореографического колледжа, Леонора Куватова. Друзья, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. И первый вопрос, наверное, я задам все-таки Алие. Алия, скажите, пожалуйста, какова вообще история создания хореографического колледжа или Уфимского хореографического училища? Я вот не разобрался, на самом деле, как правильно называть ваше заведение. Какова история, откуда есть пошла, собственно, она, и, собственно, что сейчас представляет из себя колледж? Спасибо, Валерьян. Эта история, конечно, очень долгая, но я скажу очень коротко. Хореографическое училище, оно возникло в 1986 году. И, конечно, это была нужда в подготовленных артистах балета для театра, для Башкирского театра оперы и балета, с которым мы неразрывно связаны. Состав балетной труппы – это полностью выпускники нашего училища. Официальное название у нас идет колледж, Башкирский хореографический колледж. Но мы уже привыкли к тому, что наша школа мы называем училищем. Мы в Ленинграде учились, называли училищем, хотя оно стало уже академией, Вагановская академия русского балета. Поэтому, чтобы вы не путались, у нас официально колледж, а просто речи в обыденной жизни это у нас училище. Училище у нас вот с 1986 года готовит артистов. И, конечно, наша основная задача – это выявить одаренных деток, что мы очень стараемся, чтобы были одаренные детки. Есть и в Уфе, есть и в районах Республики Башкортостан, куда мы ездим, и в жюри мы участвуем, выявляем. Бывает такое, что к нам приходят вообще с улицы, и очень хорошо, потому что тоже бывает такое, что приходят дети абсолютно неподготовленные. Но мы для этого и созданы, чтобы раскрыть их индивидуальность. И бывает такое, что талант проявляется. Вот, думаю, Леонора Софиевна расскажет и на 3-м и на 4-м году обучения, когда они только приходят вот в 3-й или в 4-й класс. Вот. В училище у нас сочетаются общеобразовательные дисциплины и специальные, то есть профессиональные. То есть мы учим как в школе, но в обязательном порядке у нас каждый день проходят специальные дисциплины, как в любом профессиональном хореографическом училище, учебном заведении. У нас классический танец есть, у нас, конечно, есть в младших классах историко-бытовой танец, ритмика, гимнастика. А уже когда детки, проучившись 5 лет, поступают на 1-й курс, у нас автоматически идет вот эта вот передача от школы к колледжу, получается, 2-й ступени. Там у нас очень интересные специальные дисциплины, такие как актерское мастерство, вот я очень люблю его, дуэтно-классический танец, характерный танец. То есть дети, помимо классического танца, который является обязательной, основной дисциплиной, они получают всестороннее воспитание, подготовку. Ну, и если... Я правильно понимаю, что дети к вам приходят после 5-го класса, да, или в 5-м классе? После 4-го, Валерьян. После 4-го. В 5-й класс, да, приходят. То есть начальную школу они где-то учатся там самостоятельно? Именно так. Именно так. А это не поздно для балета? Говорят ведь, что нужно начинать заниматься балетом в 3 года. Да. Вот, допустим, в Академии Вагановой там подготовительное отделение идет раньше. А в Академии танца Бориса Эйфмана они уже с 1-го класса. Подготовительное отделение у нас тоже есть. У нас тоже учатся дети. Я считаю, что с 5 лет. Реально. С 5 лет, да? С 5 лет, но не профессионально. Скажите, Алия, ведь вы сами профессиональная балерина. У вас какой был путь в профессию? Вы учились в нашем колледже, вот этом училище, или же вы сразу уехали в Вагановское, в Петербург? Нашего колледжа еще не было, когда я училась, поэтому нас отбирали. Да ну, вы лукавите, я знаю. Да. Вот.
мы все очень молоды, конечно, но тем не менее. Я училась в Ленинграде в то время, и здесь шел отбор. До этого я вот традиционным путем шла, до этого я занималась в балетной студии. Мы тогда жили в Черниковке у нас в Уфе, и во Дворце культуры машиностроителей была студия, где руководителем была тоже выпускница Вагановской школы. И вот мы совершенно случайно узнали, что проводится конкурс. Я прошла этот конкурс и поступила в Вагановское Сколько училище. вам лет было, когда вы поступили в училище? Ну, 11 лет, 11 лет. И вы с 11 лет уехали в Ленинград одна жить или с родителями все-таки приехали? Конечно, одна, конечно, одна. Ну, мы жили в интернате, 8 лет мы учились. Конечно, мы скучали, конечно, мы плакали. Но у меня никогда в голове даже мысли не было, что я брошу и уеду к мамочке под крылышко. Хотя, да, поэтому... Я сейчас задам вопрос Леоноре. Леонора, а каков был ваш путь? Неужели этот путь вот всегда связан с какими-то такими серьезными очень решениями, с серьезным выбором смены места жительства, отказа от чего-то и служения балету? Да, вы знаете, во-первых, надо немножечко сделать экскурс в историю. Был Советский Союз, если вам известно. Да, мне хорошо известно. И в советское время государство решило обучать искусству балета в альма-матер балета в Ленинградской академической хореографическом училище. И каждые 10 лет приезжал педагог оттуда по республикам, не только в Башкирии, это и Татария, и по всем республикам, и союзным, и автономным в то время было, набирали детишек способных, человек 10-15, создавались в Ленинграде такие классы. И каждые 10 лет, скажем, вот наши первые балерины, Насреддинова, Зытнак-Замна, это были наши первый набор, которые поехали в Ленинград. Через 10 лет другой набор, третий набор. Я, если как бы память мне не изменяет, была 4-м набором, попала в 4-й набор. Приехал педагог из Ленинграда, я училась тогда в 11-й школе, была тогда вот на улице Ленина, напротив бывшего детского мира. Пришел педагог, и среди прочих детей отобрал меня. Вот так я попала в Ленинград. И далее, в общем, весь тот путь, который Алия Галеевна рассказывала, прошла и я. То есть мы предыдущий набор были, Алия Галеевна позже. Следующий набор был. И в 90-е годы, когда вот началась вот эта перестройка, получилось так, балетные труппы, то есть Ленинград стал учить только для заграницы и только для Мариинского театра. И прекратились вот этот наборы, национальные наборы детей для учебы. Вот. И встал вопрос о том, что не закрывать же наш театр балетный, правда, наш театр оперы и балета. И встал вопрос о том, чтобы у нас Бекчурин Али Салихович, наш первый директор хореографического нашего училища, вошел в правительство, и правительство поддержало о создании нашего Башкирского Уфимского хореографического училища. Вот с этого все и пошло. И на основе и далее, в 90-е годы, когда Шамиль Терегулов был руководителем балетной труппы, знаете, мы стали перед таким обстоятельством, что балетная труппа состояла из 20-30 человек, даже менее, потому что в 90-е годы все уезжали на заработки за границей, другие труппы, то есть практически распадалось все, ну как и все в эти годы. И Шамиль Терегулов сделал такой ответственный шаг, он своих учеников, которых вел уже 2-й курс, он взял в труппу театра. И с этого пошло. Следующие выпускники поступали, брали каждый выпуск, брали наиболее одаренных выпускников в театр. И вот на сегодняшний день у нас уже труппа состоит, вся труппа состоит из выпускников нашего колледжа в количестве 90 человек. И, я вам сейчас задам вопрос провокационный. Скажите, пожалуйста, а мы сейчас можем говорить о том, что в Уфе
сложилась своя балетная школа с 86 года, какая-то особенная. Вы знаете, школа своя, но на основе Ленинградской, Санкт-Петербургской академии. Мы всегда придерживаемся методики этой академии, потому что это основа основ, это то, чему учат во всем мире. Это основа ленинградской методики, ленинградской школы. Это лучший балет, в общем-то, я считаю, и по сей день, если честно. Вот. Ну и многие выпускники, насколько я знаю, танцуют в Мариинке. Да, да, скажем... Я правильно сказал, танцуют? Или это как-то режет слово? Правильно вы сказали, танцуют. Да, танцуют правильно. Скажем, наши выпускники, вот Годунов, Наталья Сологуб, они начинали в нашем театре год-два, и затем они их приняли в труппу Мариинского театра, там они солировали. Затем Наталья Сологуб, например, поехала в Дрезденскую оперу, там была прима-балериной долгие годы, и много-много, Аркадий Зинов, скажем. Да взять, вы знаете, даже нашу труппу, вот просто, уже то, что у нас в труппе, в репертуаре театра идут спектакли Григоровича, понимаете, это уже огромное достижение, потому что не всякая труппа потянет эти спектакли. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что нам есть чем гордиться. И это все благодаря вот колледжу. Да, здорово. Я когда готовился к эфиру, как раз читал про выпускников, вот Наталью Супрун, по-моему, и еще, тоже Наталью, не помню фамилию, о том, что у них уже есть... У них Сологуб. Да, что у них уже есть свои балетные школы, где они готовят детей при каких-то других театрах, в Коме, да, где-то еще. Да. Ну, да, вы знаете, в Петербурге Сологуб. Да, вы знаете, в общем-то, любой театр возьми, там в труппе наши выпускники нашего колледжа. И вот когда наступает время выпуска, выпускные экзамены, к нам ведь, знаете, приезжают балетмейстеры, руководители трупп со всех театров России для того, чтобы выбрать себе артиста. У нас не бывает безработных. У нас, получив диплом, каждый выпускник имеет 2-3 приглашения. И выпускник выбирает, где ему больше хочется, где он творчески состоится, и где больше зарплата в том числе. Конечно. Скажите, пожалуйста, Лев, а есть ли какие-то примеры, когда люди из других регионов приезжают в наш Уфимский колледж, или пока еще нет? Или вот достаточно? Это кому вопрос, Валерьян? Вам, или? Нет, да? Значит, у нас, конечно же, приезжают из других регионов, причем с большим удовольствием. Приезжают у нас и из Питера, и из Москвы, и не самые худшие ученики. То есть со всей страны. Из бывших регионов, как сейчас говорят, из ближнего зарубежья, пока мы не имеем. У них есть свои школы. Но со всей России у нас, начиная вот от Петропавловска, заканчивая Владивостоком. То есть у нас из Владивостока девочки учились. Я имела в виду не Петропавловск, а как он называется, Петрозаводск, который Карелия ближе. Да, вот это. Вот. Кроме этого, у нас с большим удовольствием учатся дети из Японии. Вот в этом году их стало больше, и даже приехали 2 малышки. То есть они приехали в 1 класс. У вас и 1 класс есть? Вы же говорили, что у вас... в смысле ваш первый, который 5-й. Мы называем 1-5. У нас вот так вот звучит. Да. Скажите, пожалуйста, а у вас это образование платное или оно бесплатное для учеников? Для всех жителей Республики Башкортостан у нас образование бесплатное. Но у нас бывают свои цифры, контрольные цифры приема. И если сверх этих цифр, которые находятся на гособеспечении и обеспечены бюджетом, если сверх этих цифр мы принимаем, то, конечно, тогда образование платное. Что касается иностранцев, то это тоже платное. А сколько стоит образование для иностранцев в колледже? Есть такие данные открытые или нет? Ну, вы знаете, вообще, конечно, эти данные, они не огромная тайна, но они все время у нас рассчитаны на курс доллара. Ну, понятно, да. Поэтому мы исходим именно из этого. Кроме этого, там идет оплата за обучение, да. У нас она не совсем недорогая, но она может быть повышена в связи с количеством лет
обучения. Например, вот если они приходят уже взрослые на первый курс, да, тогда мы пока берем определенную сумму. Но у нас совсем недорого по сравнению вот со многими школами, тем более с Академией Вагановой, конечно, мы же понимаем, вот, мы делаем стоимость обучения недорогое. Но если наши дети оплачивают, вот когда они поступают сверх плана, это, конечно, совершенно другие деньги. Это недорого. У нас получается стоимость обучения для детей из России – это 8 тысяч в месяц. Но это не так дорого для именно... Это стоимость только... Ну, детишки учатся вот все 12 месяцев. Или 9, как обычно. У нас идет 10 месяцев обучения. С 1 сентября по 30 июня. Вот. Угу. Это зависит от многих факторов, Валерьян, потому что у нас проходит отчетно-выпускной концерт. Мы к нему, конечно, привязываемся, но учебный план – это дело святое. Детей мы должны выучить и общеобразовательным дисциплинам, и специальным. Поэтому, как правило, сессии у них в 20-х числах июня. Вот 10 месяцев. Ясно. Слушайте, ну, насколько я понимаю, если соотносить со стоимостью того же Вагановского училища, вам есть куда расти, и вы вполне конкурентоспособны, да, по цене? Конечно, конечно. По цене... Можете отгрызть какой-то кусок от хороших учеников от Вагановского? Да, у нас идет связь, например, вот у нас танцевал такой замечательный танцовщик, был Альберт Галичанин. Он в Академии Эйфмана занимался как раз набором деток. И мы с ним договорились таким образом, что мы едем тоже в Петербург, смотрим, и если те детки, которые вдруг захотели ехать к нам, да, то они не препятствуют тому, чтобы мы каких-то детей забирали. Хотя, конечно, идет борьба между талантливыми детьми, и бывает такое, что если наших детей увидят, приглашают. Ну, допустим, вот Денис Захаров, он 4 года у нас проучился, а сейчас начинающая звезда Большого театра. А да, он здесь, именно Денис, наш уфимский товарищ. Я читал. Я вот тогда, еще один вопрос у меня к худруку, художественному руководителю Леонор. Скажите, пожалуйста, у вас есть любимчики среди учеников? Я не просто так спрашиваю, я потому что, пока мы с вами готовились к эфиру, подслушивал ваш разговор телефонный, поэтому хотел бы задать вам сейчас. Честно, есть любимчики, а есть не очень те, которые... Да, я не люблю это слово «любимчик». Великая балерина Уланова сказала, что балет – это труд. Вы знаете, и я... Вообще, во-первых, начнем с того, что я люблю просто детей. Это раз. Их нельзя выделять любимчик, не любимчик. Другое дело, что кто-то трудится больше, кто-то меньше. Но стараешься в заведении относиться и делать профессиональных артистов, выпустить, вернее, профессиональных артистов балета. Понимаете, понятно, что кто-то более одарен, кто-то менее одарен. Но, придя в театр, получается, очень часто бывает так, что у кого меньше данных, тот своим трудолюбием добивается больших успехов, чем тот, кто более одарен физически. Потому что балет – это не только физические данные, это еще, это очень много, как в любом виде искусства, это очень много должно быть. Это ребенок должен много читать, много видеть, он должен быть эмоциональным. Может быть, в меру, конечно, знаете, все хорошо в меру. Вот. Ну и, конечно, как у нас стоит первым пунктом при приеме в наше учебное заведение, первый пункт у нас – внешние пропорции. Это, я вот, став художественным руководителем балетной труппы, я поняла, что это не зря издревле 200 лет это правило существует. Потому что никто не захочет. Ну, не буду дальше говорить. Я, в общем, скажу. Ну, всем все понятно, я точно в балет не пойду. Да? Ну, хорошо. Ну, кстати, вот история про трудолюбие, она ведь это здорово иллюстрируется жизненным путем Нуреева. Про него ведь, по-моему, говорили, что он так вот, ну, какой-то непонятный мальчишка-то, никаких перспектив у него нет. И, собственно, ну так уж там посмотри, может, что получится. Вот какая-то письмо, записку какую-то я читал как раз на выставке, которую вы вчера открыли в Облаках. Дай бог, чтобы посещали как можно больше людей потом приходили к вам учиться, знакомиться, приходили в театр, посещали нашу любимую оперу. Слушайте, а какие планы у вашего колледжа? Куда идете сейчас? К чему стремитесь?
Мы стремимся опять к тому же, к качеству подготовки артистов, конечно, но у нас постоянно вот сейчас уже стало традиционным проведение Малого Нурийского. Первые проводили международные фестивали, естественно, театр оперы и балета с 1993 года. А вот мы с 2013, вот в 2021 году мы планируем проведение 4-го уже фестиваля международного Малый Нурийский, куда съезжаются все лучшие школы. И России, вот в данном случае, почти все школы ближнего зарубежья к нам, Литва, Белоруссия, все к нам едут. И наша, есть чем гордиться, мы постоянно стараемся привлекать, слава богу, еще живы те люди, которые работали вместе с Рудольфом Нуриевым. То есть к нам приезжает француз, он был главным балетмейстером в Большом театре Бордо, это Франция, Шарль Жюд со своей прелестной супругой. К нам приезжает девушка Нуриева, которую он сам и писал, что ему жаль было с ней расставаться. Тамара Ивановна Закржевская, она еще жива, она в музее, в Институте истории искусств в Санкт-Петербурге приезжает. То есть на этом фестивале мы должны показать и качество, да, Леонора Софиевна, то есть открытые уроки проводятся, да. Мы показываем свои спектакли, и, конечно, мы соревнуемся, потому что приезжают учащиеся из других хореографических училищ. Они очень любят наш фестиваль, с удовольствием откликаются, и мы проводим общий концерт, где как раз можно и сравнить вот наши достижения. И, конечно, мы стремимся вот к тому, как вы спрашиваете, к чему. Конечно, мы хотим все время, чтобы наша планка была выше и выше, именно в профессиональном отношении. Выразительно, технически. И пусть стоимость услуг вашего Башкирского хореографического колледжа будет больше, чем у Вагановского. Это такой утилитарный мне интерес, потому что значит вы круче. Это же такое проявление. Вы лучше. Но, насколько я знаю, у вас есть еще контакты серьезные с Парижем, с фондом Рудольфа Нуриева. Вообще, как у вас с ними строятся взаимоотношения? Может быть, с ними что-то у вас планируется? Насколько я знаю, по-моему, да. Вы знаете, вот сейчас мы ждем ответа от мсье Жюда, потому что 10 декабря у них заседание фонда прошло, и именно он является вот членом одного, правильно я говорю, наверное, одного из создателей, наверное, этого фонда Рудольфа или регулятора фонда Рудольфа Нуриева. И именно он вызвался с идеей того, что фонд откликнется помощью именно Нуриевскому училищу, так как мы единственные носим имя, вот школа профессиональная. Ну, а кто еще, да, собственно? Да, кто еще. И мы очень надеемся, вот сейчас уже там есть добро, то есть они нам будут помогать, то есть материально, как вот вы говорите, утилитарно. Вот. Но иногда не столь материальная помощь важна, сколь важна помощь преподавателями, информацией, возможностями. В данном случае мы как раз-таки надеемся, что у нас будут проведены с их стороны мастер-классы, с их стороны будет как бы приезд того же Шарля для того, чтобы они поставили ПДД, в хореографии, может быть, Рудольфа Нуриева, вот, то есть какие-то постановки новые, вот в этом отношении, потому что, с одной стороны, это требует материальных затрат, а с другой стороны, это прогресс идет именно творческий. И это точно лучше. Да. Это точно лучше, чем сбегать в аэропорту Шарли, да, и заявлять о том, что я хочу политическое убежище получить, потому что я не могу контактировать с внешним миром. Друзья, наша программа подходит к концу. Последний вопрос для вас лично, вот коротенько одной фразой. Нуреев или Нуриев? Нуреев по его свидетельству о рождении, вот, ну, вообще привыкли все, конечно, к Нуриеву, поэтому я думаю, что это не столь важно. Рудольф. Рудольф, друзья, спасибо, успехов вам, успехов Башкирскому хореографическому колледжу, спасибо, что были с нами. Всего доброго. До новых встреч, до свидания.